Добрый день! Я сегодня хочу хотя бы частично развеять миф о бесполезном времяпровождении жен послов Казахстана за границей. Вы об этом просили меня рассказать. Да, вы сейчас увидите картинки, которые когда-то мне присылали иностранки. Это значит, что и там, на Западе, как и у нас, как и в странах СНГ, о нас думают не совсем хорошо. Думают, что мы развлекаемся, ездим, ничего не делаем, ничем не занимаемся, нас ничего не волнует. У нас есть повар, водители, мы пьем шампанское с утра до вечера и просто развлекаемся. А на самом деле это не так. Потому что мы представляем свою страну. А особенно в первые годы независимости это было очень трудно. Мы всему научились за границей. Я могу о себе сказать, что всему я научилась за границей. И водить машину, и писать книги, и выступать, и говорить на языках, и представлять свою страну. Вот всему этому мы учились на своих ошибках. Не случайно в Испании посла называют эмбахадор, его так называют, а жену называют эмбахадора. У меня есть до сих пор подруги испанки, которые меня до сих пор называют эмбахадора. В Италии посла называют амбашаторе, а супругу посла амбашатриче. Почему? Потому что мы вместе представляем свою страну за границей. Это большая ответственность. Это статус, который предполагает работу. Нужно болеть душой за страну, нужно знать традиции, культуру, политическую ситуацию в своей стране и в стране пребывания. Однажды в Италии, в Риме, я делала презентацию своей первой книги «Оставляя частичку сердца». И я пригласила послов СНГ на свою презентацию, мы пригласили. И я пригласила Алексея Букалова. К сожалению, он несколько лет назад умер, но это был очень известный в Италии человек, не только среди россиян, но и среди итальянцев. Он возглавлял Итартас. Он пушкинист, писатель, переводчик, переводил нашим первым лицам. И он сам не смог прийти. Он позвонил, извинился и прислал свою помощницу с листком бумаги. Это было как бы приветственное его слово. Она его прочитала. Я, к сожалению, не сохранила. Я не помню просто, где лежит этот листочек, поэтому не могу вам показать. Но я помню каждую строчку этого письма. Вот на этом листе он сделал классификацию жен послов. И вы знаете, я подписываюсь под каждым его словом, потому что это относится не только к нашим женам послов, но относится и к женам послов СНГ и за границей. Так вот, классификация состоит из 3 пунктов. Первый пункт. Челядь за чубы таскает. Есть такие, к сожалению. И среди наших есть такие, но их мало. Это действительно те женщины, наверное, неудовлетворенные, наверное, не состоявшиеся, которые терроризируют посольство, которые не дают свободу не только своему мужу, но и сотрудникам посольства. Вторая группа ничего не делают, в скобках, это его слова, что неплохо. И такие есть среди нас, действительно. Скорее всего, это характер, а может быть, просто нежелание что-то делать. И среди нас есть такие, которые просто сидят, которые просто занимаются собой, возможно, только своей семьей, но их абсолютно не волнует ни страна, ни сотрудники посольства, ни их семьи, вообще ничего не волнует. И третья группа. Могу с радостью, с гордостью сказать, к этой группе относятся жены послов, их таких большинство. Это он написал, это Гулистан Хамзаева, Барганы Майтимова, бывший посол Казахстана в Италии, она до нас работала, и ряд российских жен послов. Это деятельные, творческие люди, которые продвигают имидж своей страны, которые болеют душой. Вот у нас в сообществе 138 человек, среди них 11 жен послов. И я могу просто с гордостью сказать, что наши 11 жен послов, которые находятся у нас в сообществе, это как раз эти женщины, достойные своего статуса, которые действительно объединяют не только сотрудников посольства, их семьи, занимаются их проблемами. Это женщины, которые болеют душой за свою страну и являются достойными представителями нашей страны.